Отдых на свежем воздухе, да еще со всеми процедурами. Изначально Дом ветеранов располагал корпусом на 30 мест. В прошлом году здесь построили новый, а уже в конце этого года медицинское учреждение пополнится на 50 мест. Строительство нового корпуса начали в марте этого года. Его общая площадь составляет 4500 квадратных метров. Здание рассчитано на 4 этажа. В цокольном более 30 помещений. Все они предназначены исключительно для работы медперсонала. Это прачечная, кабинеты обработки и починки белья, комнаты с холодильной камерой, а также пищеблок с несколькими цехами. Сейчас ведутся работы армирования и устройство опалубки колонн, диафрагма жесткости и монолитное перекрытие 4-го этажа. Также у нас ведутся работы разработка котлована, бассейна. И на 1-м этаже тоже ведутся работы кладка перегородок и наружных стен. На 3-м и 4-м этажах будут расположены гостиничные номера. Сейчас построены только первые 2, 3-й лишь частично. Работы начаты по программе «Старшее поколение» национального проекта «Демография». За этим всем на стройплощадке следит техническая надзорная служба. Представитель управления капитального строительства проводит тщательную проверку на предмет нарушений по всем этажам. Нами непосредственно осуществляется строительный контроль, проверяется весь строительный материал, который завозится на объект. Проверяем сертификаты качества, смотрим на журналы входного контроля, как они ведутся, после чего только материал применяется на данном объекте. На данном этапе замечаний не было. Если они даже появляются, в ходе строительства мы заставляем их устранять. Социально-оздоровительный центр «Дом ветеранов» открыли в селении Сурхаки в мае 2010-го. В санатории созданы все условия для комфортного времяпрепровождения. Поток отдыхающих тут растет с каждым годом. Исходя из того, что у нас всего лишь 50 койко-мест, мы принимаем 42 человека до 45. Очередность в Ингушетии у нас очень большая, и необходимость постройки 2-го корпуса на 50 койко-мест была очень актуальна. В связи с введением этого корпуса 31 декабря 2023 года будем надеяться, что очередность нашего учреждения будет уменьшена хотя бы в 2-3 раза. Прошлый корпус построили меньше, чем за год и открыли в сентябре 2021-го. На торжественном открытии побывал и Махмуд Али Калиматов. Глава региона в ходе личного осмотра оценил условия, созданные для отдыхающих. Но я знаю, сегодня 50 человек могут здесь находиться. Я только хочу искренне дал дарб худой шон, мяш могу шо худой. Хахалаха узхадак здесь. Со строительством нового корпуса увеличилось и количество медуслуг. Это миостимуляция, электрофорез, механотерапевтический аппарат, виброкровать, электростатический массаж, а также кабинет ЛФК. Пациенты довольны. Сейчас я приехала первый раз. Мне казалось, у нас в других санаториях я бывала. Но по сравнению с другими, я не могу сказать, что здесь, если где-то здесь лучше, где-то наравне, но не хуже. К этому санаторию придраться мы не можем. Питание, чистота, все идеально. Вот, как я вам сказала, единственной связи нет. Кахамдатсам придраться где. Дел рез халбахан машина дикхудж. Дальше Свои плюсы есть и вне здания. Благодаря качественному благоустройству территории пансионата многие отдыхающие предпочитают также проводить время на свежем воздухе. هتواني سوم هتفيت غدا غير يولش صلاة يرموميتك مصنع خلشان بيتك إيش سنتوريش كورتش دقة أيه كش سارة هرتشل دقة خدمتك شبيه تأخذ صدقتي هنزيج لا ترميين سنتوري سونت عادك خطو.
Отдыхающие действительно надеются, что с новым зданием появится и возможность бесперебойного общения. Что касается нового корпуса, он не только увеличит вместимость дома ветеранов, но и предоставит жителям новые рабочие места. Хава Гагиева, Сулейман Костоев, Новости 24.